есть такая история, она тоже мы все про нее знаем, про Моисея, да, например, Моисея спросили евреи, кто самый знающий человек на земле? Он говорит, я. Это логично, потому что он, я пророк, я всех учу, а ему Бог говорит, нет, не ты. А есть у меня раб, который знает то, чего ты не знаешь. И Бог ему не говорит, вот этот раб, вот все, не объясняет. Иди, говорит, в дорогу, там, где два моря сходятся, там ты найдешь своего раба. То есть этого человека, моего раба, он говорит. И он берет юного помощника, идет в дорогу, и он сам уже не молодой. И тогда путь, как я связан был с решениями, да, то, скорее всего, он и погибнуть в пути. Он решительно, то есть он бросает свой народ, он бросает, почему мы его знаем, да, до сих пор, он настоящий человек, он бросает свой народ, он бросает свой уют, свой быт, все, и идет неизвестно куда. Ему Бог не говорит, ему Бог же мог координаты дать, да, долгота такая-то, широта такая-то, вот там он сидит. Он говорит, где два моря сходятся, да, это вообще не определено. То есть ищи. И он идет, и вместе, в одном месте у него пропадает рыба. Эта рыба была его ужином или обедом. То есть, да, он лишился своей рыбы, но не заметил этого. Дальше еще сутки шел, где-то сутки. И уже голодный, уставший, вспоминает, что вот там-то у него рыба пропала, где два моря сходятся, это тоже был знак. И опять возвращается туда, то есть вообще уже от усталости умирая морская. И только там он его встречает. Ему Бог как бы говорит, вот ты думал, что ты знающий, да? Ты не понял, сидя дома, это как бы всем нам говорит, ты не понял, сидя дома, что есть какие-то истины, да? Ты например, что есть знание больше того знания. Поэтому давай выдвигайся в путь, подвергайся лишениям. То есть если мы сами дома не поймем, нас обязательно куда-нибудь отвезут, да, в Казахстан, например. Поэтому наши деды в меньшей степени думали о стайне, в большей степени думали, они мудрые были, в большей степени думали, что они неправильно перед Богом сделали, за что их депортировали. Понимаете? Вы слышали версию, почему нас депортировали от дедов, самую распространенную, которую я услышал? Потому что они говорят, вот, они не говорят там какие-то политические, культурные, они говорят, мы ложные клятвы много давали. То есть они себя обвиняют. Да, ложные клятвы много давали в наше время. И вот Бог нас, так сказать, чтобы научить, отправил. Это были особые ложные клятвы, это не такие ложные клятвы, как сейчас. Знаете, какие были ложные клятвы? Хитрые. То есть могли спрятать оружие в могиле матери, а потом клялись, если в могиле матери нет, то оружия у меня нет, могли покляться. Но, естественно, никто в могиле матери смотреть не будет. Да, оно там. Или, как делали цоры, да, предки, землю клали себе в обувь, приходили кляться, что земля, на которой стоят, их земля. Да? То есть вот такие клятвы были распространены, и мыши думали, что мы неправильно сделали, что мы не поняли. Понимаете? То есть это правильный подход. А сколько расплачено из-за того, что мы еще не пришли? То есть литература дает то, что не дает философия. Литература через сердце попадает, да? Через сердце в голову, а философия сразу. Поэтому, когда Солженицын, один его друг, старый друг, с которым вместе с ним, по-моему, служил сейчас, пишет ему письмо, школьный его друг, с которым он дружил, и которого чуть не посадили, потому что он дружил с Солженицыным, но он как-то вывернулся, да, и Солженицын за него радовался. И через много лет этот друг Симонянц пишет ему письмо. Вот ты, говорит, сейчас, из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне, пишет Симонянц Солженицыну. Объективно ты становишься знаменем фашистующей реакции на Западе. То есть ты, говорит, типа, продался им как-то, их знаменем становишься, не продался. Ленин, которого ты по-прежнему почитаешь и любишь, Солженицын был ярым, боготворил Ленина, когда его сажали в тюрьму. Вот. Осудили бы тебя, да и старики Маркс и Энгельс осудили бы тебя самым суровым образом. И что ему, знаете, Солженицын отвечает в архипелаге ГУЛАГа? Жаль, что и тебя тогда не посадили. А почему? Не потому, что он злой, он не злой. Солженицын не злой, кстати. Солженицын думает, да, зря ты со мной этот путь не прошел, не понял то, чего я понял. Он это говорит. Он, то есть, ему на самом деле добра желает тюрьмой. Добро. Наш путеводитель и проводник в этой теме в основном вот назад. Да? Шаг. Это Солженицын, да? Шаламов, просто Шаламов, почему не он? Хотя я, когда приступал к этой теме, к написанию лекции, начал с Шаламова. Ну, Шаламов, он этот опыт не так понял, как мне хотелось, в том плане, что
он устал, его ненавидит. Потому что, конечно, 17 лет сидел, а этот 8 лет, да? Может, поэтому 17 лет... А нам сказали, что Шаламов будет. Что? Нам сказали, Шаламов тоже, о нем будем говорить. Просто упор делаем на Солженицына. Почему? Солженицын в колымских рассказах там больше он картину дает, да, настоящую. То есть это настоящая картина того, что было. Но прочитав их, ты делаешь, да, как плохо, жалко. Ну, так вот, в основном. я работаю давно, и 30 лет проработала в Грозном. Со мной работала еврейка Розина. Ее отец имел доступ к выезду в Югославию и так далее. Когда в Германии опубликовали архипелаг ГУЛАГ, они как-то вывезли, вот так брошюрки бывают маленькие. Да. Вот мне на ночь дали этот архипелаг ГУЛАГ, я вот детям всегда рассказывала, мелким шрифтом. Когда я читала, я не верила, что такое, мы же тогда пронизаны насквозь. Вера, скажи сегодня, знамя в руках, и пошли за Ленина и так далее. И тогда веры было мало. Когда начали печатать роман в газете «Архипелаг ГУЛАГ», тогда потихоньку, когда потихоньку стали говорить правду, опять для детей это в школе же мы не проходили, они сейчас, вот у нас архипелаг ГУЛАГ стоит на конец апреля, потому что мы 3 декабря сдавали экзамен, и нам пришлось всю литературу о войне пройти, которая по программе стоит в конце, чтобы сдать экзамен, потому что темы были связаны с нравственностью и с войной. Вообще, хорошо, что вы эту тему сейчас затронули. Мы еще не все глубоко так с архипелагом ГУЛАГа, но я обещаю много интересного. После окончания пошел на войну в звании рядового, и от рядового до капитана дослужился, да, то есть он хорошую карьеру сделал. И в феврале 1945 года в Восточной Пруссии, то есть уже в Германии, его арестовывают. Его арестовывают... За письма. Да, за письма. Сейчас мы еще поговорим, как так получилось. Потом он сидит 8 лет. 8 лет. Выходит. Его сразу же, даже не каким-то распоряжением суда, а просто каким-то постановлением, бумажкой навечно отправляют, по-моему, в Казахстан. Да, Казахская ССР. Да, навечно в ссылку. Там он учительствует, и там же он сразу заболел раком. То есть сколько испытаний, да, на человека. То есть его молодого капитана, у которого вся жизнь впереди, да, еще и талантливого писателя, забирают с фронта, сразу же срывает с погоны, сразу он никто. Вот дальше делает. После этого он сидит, после этого он уходит, тут же болеет и уже думает, что он умирает. Он пишет роман «Раковый корпус» про это. Умирает, но вот тогда как раз, по-моему, изобрели уже вот это облучение. На нем испытывают, и он выздоравливает. Представляете? Кто, согласен, кто его ненавидит? Вот сейчас есть такой писатель Захар Прилепин, знаете? Он из последних, так сказать, из молодых. Вот он написал книгу, которая называется «Обитель», тоже о Соловках, о ГУЛАГе и так далее. Это он как бы в ответ Солженицыну написал. Не совсем его опровергает, но как бы говоря, ну ты преувеличил. Не преувеличил. Да, но Прилепин ему как бы говорит. То есть сегодня тенденция такая, что Солженицын все-таки опять отталкивает. По этому отталкиванию мы можем кое-что понять для себя тоже, да? Из нашей современной реальности. Так, следующий. Еще такое обвинение в адрес архипелага ГУЛАГ. Архипелаг ГУЛАГ это о чем, да? Это ранг. Архипелаг ГУЛАГ это вообще о чем? Это Солженицын подробно описывает, да, что с человеком происходит при аресте, при следствии. Но вот почему это документальная основа здесь важна, но она не главная. Почему? Вот сегодня его ловят на фактических ошибках. Да? Вот те, кто его проверяет, они говорят, ну как же? Вот такой же документ говорит, что там не столько человек был, что он преувеличил, что он солгал. Или он пишет даже, что ингушей чеченцев депортировали в 43-м году. Да. Это не историческая правда, ты правильно говоришь. Это художественное произведение, опыт художественного исследования. То есть из художества это только памятник, который его не изменишь. Сегодня архипелаг ГУЛАГ не подтасуешь, не перепишешь, правильно? Во-первых. Во-вторых, суть была не в том, чтобы нам историческую, вот, нам могли бы просто справку напечатать. В 43-м столько чего расстреляли, в 44-м столько чего. Мы читали, да, не подействовал. Этот путь бы мы не прошли с ним. Вот в этом-то и суть. Потому что для него художественный опыт художественного исследования здесь важнее, чем исследование.
Слово художество здесь важнее. Поэтому, когда его ловят на каких-то мелочах, нестыковках, что да, это ерунда. Если такой подход, есть такой вот фильм озвучивает, гоблинский перевод, да, он тоже себя мыслителем считает, и он говорит, и он прям сидит, ролик выпустил, и он перелистывает лист за листом архипелаг ГУЛАГ и находит ошибки. И поэтому мы ему отвечаем, как бы, не факты там главны. Если так подходить, то кто не читал Джорджа Оруэлла, да, 1984, это сильнейшая книга. Читал ты? Вот. Там вообще получается все вымысел. Там все вымысел, это антиутопия. Антиутопия. Вы знаете, что за жанр? То есть это, по сути, это фантастика, ну так. Там ни слова правды, потому что не было такой страны Океании, не было. В 1984 году не было этого всего, да, мы уже помним, что не было. То есть это все выдумка, но эта выдумка он больше показал правды в Советском Союзе, а во всех тоталитарных строях, чем в любом учебнике истории. В учебнике истории правды мало. Вот что заинтересовало нас в этом фильме. Вот у Солженицына подробно описывается, как выбивали признание. Здесь тоже показали сцену, как абсолютно невиноватый человек, а человек этот был Пырьев, известный кинорежиссер. Вот для того, чтобы его убрать, секретаршу заставили сказать, что он был связан с англичанами. И когда их привели, вот молодой сидит следователь, и она показывает расплющенные пальцы и руки, и говорит, вы меня простите, вот у меня вот это, и показывает без зуба рот. Выбивали зубы, чтобы она сказала, что он... Да. Вот о любви, Любовь Орлова актриса была великая, и Александров был ее муж, кинорежиссер. Вот об их унижениях, что они прошли, и вот конкретно показывали, как в это время ненужных людей. Мейхольд, известный кинорежиссер, известный режиссер, мы знаем, что жена Есенина, вот как над ними издевались, как выбивали, вот точно как описывает в своем архипелаге ГУЛАГ, описывает Солженицын. Теперь к Шаламову вернемся. Нельзя передать, нельзя соврать. Ну, нельзя так солгать, как он передал, да, чувство голода. Чувство голода, которое испытывает, которое он смог передать в своих рассказах, ты реально читаешь, тебе есть хочется. Потому что он так это описывает, ну нельзя это придумать. Либо он, невозможно. Плюс, ну, наши исторические, ну, конкретно мы, ингуши, чеченцы, да, наша историческая память нам позволяет поверить, потому что мы читали «Адские острова», кто не читал, тот слышал, да, наши предки кого-то расстреляли, потому что не верят те, у кого предки нормально там, потому что были миллионы людей, кого не тронули, да? Мы об этих миллионах тоже поговорим, если успеем. Вот. Поэтому мы знаем, это правда, потому что нельзя так соврать. В учебнике истории можно соврать, а в литературе так соврать сложно. Шаламов точно не знал. Поэтому литературу любит преувеличивать и драматизировать. А когда говорят, например, какая книжка выйдет, ну там же написано так, как у нас на самом деле, но это не главное, как на самом деле, потому что я и сам вижу на самом деле. А главное это показать то, чего ты не видишь. Да? Ты не видишь. Вот. Мы архипелаг ГУЛАГа поэтому верим, и Шаламову верим, потому что так нельзя соврать. Шаламов, так сказать, подпирает Солженицына, Солженицын подпирает Шаламова, и всех подпирает Сазырком Марсагом и наших раненых. Теперь мы переходим к сути репрессий, как их видел Солженицын. Ну, мы, так сказать, основные точки, да, нашего пути. Первая точка – это арест. Следующий слайд. Арест. И вот Солженицын пишет. Представьте себе, что вы просыпаетесь рано утром, а в комнате у вас уже сидят незнакомцы. Они говорят вам, что вы арестованы, и забирают вас с собой. Пока вас тихо выводят из дома, то есть все, что он пишет, он это специально подмечает. Понимаете, смотрите. Пока вас тихо выводят из дома, например, многоэтажки, вам говорят, что вы не шумели. И если не хотите осложнений. То есть на самом деле он потом много иронизирует. И даже этот пассаж, это ирония. Какие еще осложнения? Все, тебя арестовали, тебя, скорее всего, побудят в тюрьме. Ты все-таки, чтобы не было осложнений, не шуми. И вы не шумите, потому что надеетесь, он пишет. Да и соображаете вы плохо, потому что застигнуты врасплох. Это он описывает целый термин, как застигают врасплох, как, например, могут позвонить, вызвать куда-нибудь там другое. Вот ты сидишь на работе, такой начальник, тебе звонят, говорят, туда на совещание. Приходишь, совещания нет, а там сидят уже, тебя арестовывают. Или даже ты очень большой начальник, тебя на повышение отправляют в другой регион,
Там все это описывает, это фактологическая сторона. Отрывает его от его друзей, от его связей, чтобы там арестовать. То есть все это придумывалось, чтобы его арестовать так, чтобы он не сопротивлялся.